Сегодня мы прогуливаемся по солнечным улочкам Бишкека, знакомимся с муралами. Один из них посвящен Константину Юдахину, который находится за моей спиной. И также знакомимся с их авторами Алисой и Валерией Котревич. Здравствуйте. Саламат Сыздарбы. Урмату, Кыргызстан, Дактар. Алиса, Валерия, расскажите, пожалуйста, про вашу работу. Как вы пришли к такому делу? Как вообще начался этот путь в художество? Ну, начнем с того, что у меня папа художник. Он расписывал в свое время храмы, церкви. И как-то я подцепила эту всю историю художественную, начала рисовать с детства. Получила 2 высших образования художественных. И как-то познакомились с Валерием 18 лет назад. И пошло-поехало, началось все с реставрации небольшой. И начали брать заказы на роспись. Потом все выше, дошли до муралов. Сколько муралов вы уже нарисовали? Всего 4 крупных муралов, таких крупных объектов, значимых 4. Вот. Один из них, 5-й, к сожалению, не дошел до наших дней. Это посвящен он был у нас... Жусупу Баласагыну. Да, Жусупу Баласагыну. Здание сейчас снесли. Вот. А так 5 муралов. Расскажите, вы уже 4 года в Бишкеке, наверное, познакомились с местными художниками, с местным творчеством. Какие вам нравятся больше всего? Может быть, с кем-то из них уже вам удалось поработать? К сожалению, с современными художниками мало знакомы, но мы знакомы с работами наших предшественников. Вот я сейчас хотел сказать, есть обалденная фреска Сайды Райтиева, называется «Путь просвещения». На здании факультета КНУ, не помню, как именно называется факультет, но когда я ее увидел, это с Мальта, это 72-й, по-моему, год, боюсь ошибиться, но когда я увидел эту технику, у меня, если челюсть прям отвисла, потому что так работать с мозаикой просто невыносимо. Невыносимо. Да, невыносимо так работать. Невозможно так работать с мозаикой. Это действительно потрясающе. То есть база, школа художников, Чайков, Айтиев, великолепные мастера своего дела, и не зря они признанные гении и таланты. Вот. И мы как бы хотим ориентироваться, да, то есть на них и приносить что-то новое, свое современное. Мурал, посвященный автору первого русско-кыргызского словаря Константину Юдахину, появился в Бишкеке в рамках фестиваля «Россия-Кыргызстан». Ученый изображен на стене Славянского университета, будто присматривает за студентами гуманитарного факультета. Но прежде чем сделать первый мазок на фасаде, семья Котревич проводит настоящую исследовательскую работу. Для них важно не просто срисовать лицо с фотографии, а прочувствовать характер героя через его труды и общение с близкими. Что было самое интересное? До этого он обращался к другим командам, и его не устраивали эскизы. Там какой-то был монах со свечкой, не Константин. У нас все просто. Есть персонаж, есть человек, есть его работа жизни. Кстати, это единственный человек, который был записан в трудовой книжке, Константин Юдахин, уволен в связи со смертью. То есть человек работал до последнего. Давайте, мы сделали опять-таки эскиз. Вот. И его воплотили дней, наверное, за 6. Также оформили лес. Лес, горы – это всегда Валерина история. Моя чаще всего это уши, глаза, да, пиджак, руки. Вот. То есть мы работаем в команде полностью. Каждый отвечает за свою зону ответственности, скажем так. Следующая остановка в нашем арт-маршруте – перекресток Суюмбаева и проспекта Чуй. Здесь на нас смотрит герой Советского Союза Ахматбек Суюмбаев. Сами художники называют эту работу одной из самых любимых и одновременно самых сложных. Начнем с того, что погодные условия. Это было 23 декабря. Это очень холодно. Руки немели, но мы рисовали все равно. И каждый раз нам нужно перебежать через дорогу, чтобы увидеть, что же мы изображаем. Потому что впереди, вблизи, не видно ничего абсолютно. Ты не понимаешь, то ли это ухо, то ли это глаз. Касаемо портретного сходства. Когда мы уже все изобразили, мы перебегаем через дорогу и понимаем, что это вообще не он, что не тот взгляд. А здесь сложность была в чем? Что Айнура Суюмбаева, его дочь, она его, естественно, видела, знала и знала его взгляд. И нам было важно, чтобы попасть в этот взгляд. Потому что другие фотографии мы все видим просто в интернете, и люди лично не знакомы с героями, кого мы изображаем, с писателями. И мы так немножко испугались, поставили метки, где что исправить. Потом перебегаем опять через дорогу, и мы понимаем, что это оно, это он. И мы отправляем Айнуре, переживаем, конечно. Она говорит, это папа. У нас как камень вообще с плеч. Мы такие были счастливые, что мы попали. Когда рисуем муралы уже престарелых героев, писателей, там попроще, есть морщинки, есть к чему прицепиться. А здесь лицо молодое и гладкое. И сложно построить геометрию, всю, архитектуру лица. Но мы справились. Когда нам дают просто фотографию,
эскиз мы сами готовим. То есть я ее дополняю. То есть была просто фотография черно-белая. Мы добавили в нее цвета теплого сепии. Но гор не было. Горы – это уже как бы наша идея. То есть что такое горы? Горы – это Кыргызстан в целом. Он стоит, и горы у него за спиной. Он герой Кыргызской республики, он охраняет Кыргызстан. И очень важный момент, когда мы были у Акима, он нам сказал, это патриотическая цель для воспитания молодежи, потому что действительно молодежь много чего не знает. Не знает о своей стране, не знает о своих культурных традициях, не знает своих героев. Да. И вот визуальным художественным языком мы передали именно вот поколение наших дедов, да, вот, пожалуйста. И эти люди как пример для будущего поколения, что нужно действительно любить свою страну так, как любил он. Вот, нужно делать для нее то, что это как назидание новому поколению. И я считаю, мы такую воспитательную функцию смогли выполнить. Вот, не просто портрет человека, а портрет со смыслом. Когда масштабные фасадные работы на паузе, творческая энергия Алисы находит выход в малых формах. Уже более 8 лет она работает с эпоксидной смолой, создавая украшения, которые называют магическими. В ее руках застывают настоящие крылья бабочек, цветы и выращенные кристаллы. Для Алисы это не просто ремесло, а настоящая медитация, где каждое изделие напрямую зависит от внутреннего состояния автора. Вы знаете, я занимаюсь этим более 8 лет. Смолой. Когда я попробовала первый раз, я просто в нее влюбилась. И все, я уже этому материалу не изменяю. И я начала, помимо стандартных каких-то технологий, вносить что-то свое, естественно. Почему тоже часто слышу необычное, как раз такого в Кыргызстане никто не делает. Начала я с крупника, можно сказать, с часов, посуды. И стала выходить на ярмарки, поняла, что мне целый день делать нечего, мне скучно. И нужно чем-то заниматься. И стала прямо на ярмарке делать украшения. Собственно, у меня всегда есть рабочее место, где я приношу еще сумку огромедную с фурнитурой всякой, что-то ремонтирую, что-то создаю заново с нуля. Потом пошла любовь к цветам. Я стала делать украшения с цветами, с перьями птиц, с крыльями бабочек. Вот, пожалуйста, на мне такие же сережки с настоящими. Я поняла, вы знаете, такую вещь, что садиться вот за это дело, за эту медитацию, можно назвать так, нужно только с хорошим настроением. Потому что, когда садишься, что-то из рук валится, что-то день не заладился, изделие получается тоже красивое, но люди его не покупают. Каким-то образом люди чувствуют энергетику и берут вот именно только те изделия, которые я создала с хорошим настроением, с правильным настроем, то есть вот с желанием с этим. А в последнее время я создавала коллекцию в технике витраль. Она меня поглотила полностью, потому что если я чем-то загораюсь, я в это поглощаюсь вообще до самого предела. Свои работы Алиса часто представляет на ярмарках у кинотеатра «Алато». Совсем рядом находится легендарный павильон «Аксу». Долгое время он стоял заброшенным, но после реконструкции обрел вторую жизнь, во многом благодаря росписи купола. Для Алисы и Валерии это был вызов. Им нужно было буквально считать почерк мастера Рафидина, который создавал этот орнамент почти век назад. Цвета подобраны. Красный терракот, охра, огонь, сила, энергия, вода обязательно. Вот это, видите, это водяные символы. Очень сдержанная гамма. И все закольцовано зеркальными орнаментами мужское и женское начало, то есть движение по кругу спирали. И это вот его логика была. И нам необходимо было попасть в ту же самую логику его росписи, в тот же самый цвет один в один. Не нарушая. И здесь уже сработала у нас Алиса великолепно, как мастер, как орнаменталист, как художник по росписи тканей. У нее первое образование именно художник по росписи тканей. Здесь она сработала просто великолепно. Поэтому в команде с ней так и работаем. Я масштаб, она у нас всегда детали, точка. Тонкая кисточка. Тонкая кисточка. Ну, на самом деле, мы долго пытались понять, как он простраивал роспись, потому что мы сначала использовали трафареты, но когда уже начали их прикладывать, понимаем, что он рисовал все от руки. То есть даже повторяющихся трафаретов нету. То есть все от руки. Где-то рука дрогнула, где-то какая-то неровность. Нам было необходимо именно восстановить вот, ту же гамму, ту же геометрию, чтобы люди, заходя сюда, которые помнят этот павильон в то время, в 1997 году, чтобы они испытали те же эмоции, чтобы не было чего-то, что будет раздражать их глаз. То есть важно было соблюсти вот эту всю систему, сохранить. И долго подбирали первый цвет, это как раз-таки терракотовый. Около 2 часов подбирали, то есть, а как это происходило? Здесь стояли леса двойные, 2 яруса лесов. Мы намешали,
Попробовали, спустились, смотрим, ждем, пока высохнет. И каждый раз так скакали. Плюс мы рисовали только при дневном освещении. Это очень важно, поскольку цвет краски меняется при искусственном и дневном освещении. Еще один масштабный портрет в самом центре столицы – классик кыргызской литературы Тугельбай Садыкбеков. Чтобы органично вписать мурал в сложившуюся архитектурную среду, художники осознанно отказались от ярких красок. Весь рисунок выполнен в теплой гамме сепии, напоминающей старую фотографию. Работа шла под палящим июльским солнцем, поэтому приезжать на локацию приходилось в 4 утра. В данной ситуации, в данном мурале, моей работой заключалось создание ткани, создание чернильницы, поверхности. То есть мы берем за основу портрет рисует один, ткань другой, но мы все равно добавляем свои детали, поскольку глаз художника, он часто замыливается. Сложность была в том, что в этот же момент делали реконструкцию фасада здания, и делали конкретно дальний балкон, когда я делала ткань. И буквально окна все летели в мою сторону. И очень я переживала, что это нас заденет нашу люльку, наш подъемник. И в связке было сложно работать. Жара, да, это было 11 июля. Было очень жарко, безумно грелось дно люльки. Грелись все металлические детали, пульверизаторы, обжигали. И поэтому было принято нами решение начинать с 4 утра и до 12 дня. Плюс ко всему, когда попадает солнце, прямой солнечный свет, а он был здесь как раз всегда практически, невозможно увидеть правильный цвет, который ты наносишь на стену. Потому что черный, что белый вблизи – это непонятно. За каждым таким объектом стоят сотни часов работы, литры краски и бесконечные обсуждения внутри семьи. За 18 лет совместной жизни Алиса и Валерий научились не просто делить одну кисть на двоих, но и превратили свою жизнь в один непрерывный творческий процесс, где нет границы между домом и мастерской. Здесь у нас вообще нет понимания того, что это наша работа, это наш процесс. Это наша жизнь. Мы не можем отличить работа, это не работа. Утром сегодня что было? Алиса, смотри, я вчера придумал такую классную идею, давай обсудим. Она говорит, а я ему свое. Она говорит, а я сделал вот такую классную идею, давай обсудим. У нас постоянно 24/7 это происходит. Единственное, когда совсем вчера она со мной не разговаривала, она я была очень устала. Она просто все. Потому что на ярмарках я даю полностью энергию. Утром. А так мы постоянно в этом тоже. У нас бессонницы бывают. Мы лежим. Ой, пойдем чайку попьем. Ты спишь? Нет, не сплю. Пойдем чайку попьем, пойдем. И мы начинаем эти идеи какие-то рассказывать, чтобы уже рассказать и успокоиться. Если я понимаю, что в 3-й раз я уже встала, я не лягу, я иду в мастерскую и работаю. Да. А очень часто бывает как раз конкуренция среди пар. А здесь это нет, потому что есть дополнение. Я говорю, все, Алиса, я в эту область не лезу, это твое. Я пошел в масштабы, пропорции. И даже учитывая тот момент, что мы 24/7, все 18 лет. У нас была разлука 3 дня максимум, да? Нет, 4. 5 дней. Это был кошмар. Мы постоянно на связи, мы по 5-7 раз в день созваниваемся. То есть, что называется, нашли друг друга. И в плане работы, и в плане жизни. То есть, 2 половинки.